Выражу, возможно, непопулярное мнение. Свайно-винтовой фундамент – максимально лучшее решение для деревянного дома. Поклонники ленточного фундамента, ждем вас в комментариях. Объясню почему. Винтовые сваи – это металл, да, все боятся коррозии металла. Но коррозия происходит настолько долго, что, скорее всего, у вас придет в негодность верхняя часть дома, чем винтовая свая. Чтобы протекала коррозия, нужна два фактора. Это вода и воздух. В самом грунте, где свая находится 2,5 метра и больше в грунте, нету воздуха. Соответственно, коррозия протекает очень медленно. На воздухе вода вся стекает вниз, соответственно, нету воды, нету коррозии. Основная проблема – это граница земля-воздух, где есть вода и есть воздух. Но это то место, где вы можете просмотреть, обработать металл защитными какими-то функциями, да, например, там прогрунтовать, покрасить, там можно нарастить металл, увеличить его толщину, закрыть там различными битумными мастиками, например, или резиной можно обтянуть, термоусадочная трубка одевается, нагревается, и все, и защищает ваш металл от попадания влаги. Но, опять же, при любом виде фундамента мы должны воду отводить от дома. То есть под домом никакой воды быть не должно. Если вы сделали отмостку, сделали водосточную систему, вода под дом не протекает, соответственно, коррозия происходит тоже максимально долго. В любом случае в грунте есть вода, грунт водонасыщен, поэтому какая-то часть воды все равно будет попадать, но воды будет настолько мало, что коррозия будет протекать максимально долго. Свайно-винтовой фундамент максимально дешевый, максимально качественный, его хватит по сроку службы на вашу жизнь, на жизнь ваших детей, внуков, да. 70 лет винтовой фундамент без проблем прослужит. Этого достаточно для деревянного дома. Также винтовые сваи можно крутить в любое время года, летом, зимой, весной, осенью. Приехала машина, закрутила сваи. Также сваи можно крутить в недоступных местах. То есть ручные установки, небольшие, там 100 килограмм весят, привезли, сваю поставили, установили. Решает максимально большое количество задач. И самое важное, недорого. Если, собственно, свая, вы закрутили, она не достигла вот этого слоя, на который будет опираться, вы что будете делать? Да, это тоже очень важный момент. Надо, чтобы лопасть сваи, во-первых, прошла глубину промерзания. У нас в Сыктывкаре глубина промерзания от 1,80 м до 2,2 метра. Соответственно, нам нужно пройти глубину промерзания 2,5 метра. Как минимум свая должна быть в грунте. Также может получиться так, что на этой глубине плохой грунт, и нам нужно закрутить сваю дальше. Для этого наращивается на сваю дополнительная труба, метр, полтора, два. Если есть геология, мы можем, допустим, изначально подобрать длину сваи, но если геологии нету, да, то это все происходит на основе, получается, опытных испытаний. То есть свая начинает монтироваться, если она хорошо заходит, значит она в слабых грунтах. Если она тяжело идет, у сваи есть технологические отверстия, куда вставляются два штыря и начинают ее завинчивать. Вот эти круглые отверстия должны стать овальными, то есть металл должен деформироваться. Если металл деформировался достаточно сильно, значит свая уже находится в плотных грунтах, и можно примерно определить несущую способность данной сваи. Если, например, технологическое отверстие осталось круглым, значит свая идет как по маслу, грунт слабый, и надо продолжать монтаж. Если, например, длины сваи уже не хватает, опять же повторюсь, наращиваем метр, полтора, два трубы и продолжаем монтаж. Также не забываем то, что сварочный шов надо обработать, то есть покрасить его, и загрунтовать и покрасить, и дальше продолжать монтаж. В общем, чисто технически свай можно закрутить прямо в ад. Да, технически, да. Слушай, а если обломалось, например, вы крутили, там может что-то сломаться внутри, в земле? Да, конечно, в грунте всегда находятся какие-то камни, там бывает строительный мусор закапывает в грунт, например, тогда, если лопасть попадет на какое-то препятствие, на камень, например, она может сломаться по сварочному шву или сама лопасть загнуться, например, тогда свай нужно извлечь и закрутить новую. То есть, а если там что-то попалось, то надо это выкопать, вытащить и потом только продолжить монтаж. Слушай, например, если на большой глубине сломался, вы как-то почувствуете? То есть, если свая во что-то уперлась, тут попался, например, кирпич или камень, да, свая остановится, либо она может наклониться. То есть, она не пойдет по нужной нам вертикали. Она уйдет от своего курса, она может сместиться. То есть, и если, например, монтажник видит, что свая идет очень тяжело, да, и он продолжит монтаж, может
труба сломаться, разорваться, то есть может лопать. Это все видно, то есть когда происходит разрыв металла, в любом случае это не просто так, что машина дальше продолжит монтаж, да, там происходит какой-то удар, то есть происходит смещение сваи, то есть в любом случае вы это почувствуете, что свая сломалась. Слушай, а вот, ну хорошо, если сломалась, то вы ее выкрутили, у вас уже все свайное поле забито, у вас, наверное, одна свая вот, ну, не закручивается куда надо, вы что делать будете? Всегда есть выход, то есть можно закрутить рядом 2 сваи, например. Можно усилить, например, если нам не хватает одной сваи, мы можем между 2 рядом стоящими сваями поставить, например, швеллер. То есть также, ну, увеличить несущую способность, получается, и распределить нагрузку на 2 рядом стоящие сваи, когда мы, например, посередине не можем закрутить эту сваю. А если это угловая свая будет, ну, крайне, в угол дома? Такая же схема, мы по углам закручиваем еще 2 сваи, ставим между ними швеллер, и угол приходит в этот швеллер. То есть много разных вариантов. Винтовые сваи используют также для усиления фундаментов. То есть бывает, что, например, фундамент уже пришел в негодность, дом поднимают, рядом с домом закручивают сваи, ставят швеллера там с шагом, например, 1,5 либо метр, и потом на эти швеллера ставят уже дом. То есть, но фундамент тогда выпирает за пределы дома. А если чисто технически, вот сваю, если ее можно закрутить, ее же можно выкрутить, например, надо перенести дом. Ну, тут выяснилось, что, например, дорога проходит, красную линию передвинули, либо еще что-то. Чисто технически ее можно обратно выкрутить и обратно закрутить? Чисто технически, да, уже, ну, и теоретически, и технически, и фактически можно выкрутить, передвинуть, переставить свай на поле. И дом можно передвинуть. То есть по технологии, вот эти технологические отверстия, куда вставляются штыри и свая закручиваются, их необходимо спиливать. Потому что металл, где есть отверстия, у него несущая способность меньше, чем у цельной трубы. И обычно вот эти технологические отверстия после монтажа сваи их спиливают по уровню, да. Чтобы обратно сваю выкрутить, надо обратно наварить эти технологические отверстия. То есть приобретается, ну, кусок трубы, сверлится под него отверстие под вот эти втулки, с помощью которых закручивают сваю. Она приваривается к свае, и просто свая выкручивается, закручивается в новое место, и снова эти технологические отверстия спиливаются. Удивительно. А вот в чем разница? Я вот видел, есть сваи черные, есть, вот как у вас, есть сваи металлического цвета. Это они металлические, получается, не обработанные или они, наоборот, из нержавейки? Они оцинкованы. То есть сваи, например, покрашенные. Это обычный черный металл, который прогрунтован, прокрашен. Это защитные, ну, функции, получается. У сваи вот эта окраска. То есть она увеличивает срок службы сваи. Есть сваи оцинкованные, то есть есть горячее цинкование, есть холодное цинкование. Холодное цинкование это просто наносит слой цинка, и он защищает, получается, от коррозии. То есть то же самое, как и кровельный металл, например, металлочерепица, профнастил. Там между краской и металлом есть слой цинка, который защищает сам металл от коррозии. А горячее цинкование это когда сваю погружают в специальную ванночку, там все это нагревается, и цинк проникает уже внутрь металла. И получается, что это, ну, более лучшая защита. Особого смысла, опять же, в нем нет. Даже обычная черная свая, покрашенная, прогрунтованная, она прослужит лет 70. Оцинкованная свая прослужит дольше. То есть, ну, не знаю, есть ли в этом смысл. Бывает, что, например, ставят там мосты, пристани какие-то возле речек, там, да, там это агрессивные условия работы, соответственно, там нужно защищать металл более качественно, чтобы дольше прослужило. То есть у нас там в грунте, в глине, в песках, ну это не обязательно, достаточно просто окрашивание. А вот эта цинковая, ну, эта цинковка на свае, вот эта краска, если ее в землю закручивать, она разве, ну, не обдерется от камней в земле? Такое тоже бывает, что обдирается, поэтому нужно, вот как я уже говорил, самое опасное место это земля-воздух, надо просмотреть эти места, то есть окопать, например, сваю там на полметра на метр, и если там есть царапины, да, открылся металл, надо снова это прокрасить, чтобы защитить металл в этом месте. Слушай, ну по большому счету 70 лет, это, ну, минимальный срок. То есть, где, если, опять же, в земле нет коррозии, там есть вода, но нет воздуха, и сверху сделал все мероприятия, вообще сколько, ну, свая такая, ну, может выполнять свою функцию? Да хоть сколько, то есть если вы провели все мероприятия по защите металла от коррозии, то есть прокрасили его там, да, бывает кто-то наваривает там пластины дополнительные, чтобы эта пластина корродировала, а свая оставалась целой.
внутрь засыпается цементно-песчаная смесь, чтобы убрать изнутри воздух, да, и убрать, получается, внутреннюю коррозию сваи, оставить только возможную наружную коррозию, да, защитить дом от проникновения воды под него, то есть вот сделать отмостку, например, дренажную систему хорошую, покопать по участку, там сделать открытую дренажную систему дополнительную. То есть если вы все это сделаете, то свая прослужит, конечно, больше 70 лет. То есть все зависит от того, как вы будете ухаживать за фундаментом, за своим домом. То есть, ну, на самом деле, одно поколение – это 25 лет. То есть, по факту вы можете ухаживать и жить в доме 25 лет. Дальше уже живут ваши дети, там, внуки, правнуки, и все зависит от того, как они будут ухаживать за этим домом. То есть, ну, скорее всего, в негодность придет верхняя часть дома, потому что, например, срок службы кровельного покрытия лет 30, за период, получается, период жизни дома надо кровлю поменять раза 2. Также за брусом надо ухаживать, там его окрашивать антисептиками. То же самое с фундаментом. Любой фундамент требует ухода. Если вы про ленточный фундамент, например, забудете, не сделаете хорошую дренажную систему, он со временем уйдет под землю вместе с домом. То есть и он может бесконечно глубоко погружаться. Были даже в Сыктывкаре дома, где уровень окон просто лежал на тротуаре. То есть представьте, там фундамент полметра, до окон еще метр, да, 1,5 метра дом ушел под землю. То есть, хотя дом небольшой, там максимум двухэтажный деревянный дом стоит на ленточном фундаменте. Собственно, про монтаж зимой. А как вы, собственно, мерзлый грунт закручиваете? Вы его отогреваете как-то? Да, варианты монтажа винтовых свай в мерзлый грунт тоже есть. Их несколько. Первый – это не допустить вообще промерзания грунта. Для этого не надо чистить снег на участке. Выпал снег, например, где планируется дом, там не надо расчищать этот снег. Снег – это, естественно, теплоизолятор. Он не дает грунту промерзать. То есть, и, например, запланирован у вас монтаж, утром приезжает трактор, чистит этот снег, и без проблем свая сама там 10-15 сантиметров проходит мерзлый грунт. Если грунт все-таки промерз больше, например, там полметра, метр, то предварительно необходимо это расстояние пробурить специальным буром. Бурится отверстие диаметром там, сантиметров 30 под лопасть. Проходит мерзлый грунт, дальше вставляется в это отверстие сваи и уже продолжается монтаж самой сваи уже в обычный грунт, который не промерз. Также есть варианты использования специальных тенов, то есть это нагревающий металлический штырь, работающий от электричества, бурится отверстие небольшого диаметра, там, 20, например, туда вставляются металлические штыри, вот где сваи располагаются, и она отогревает грунт на диаметр там как раз вот под лопасть сантиметров 30. И потом уже в оттаянный грунт свая без проблем заходит. А если, например, нужно какие-то прям серьезные, вот есть дом, а печь, например, сколько она весит, килограмм 300, вот в этом месте, то есть получается в одном месте будет какой-то угол более тяжелый, нежели остальная часть дома. Вы что делаете? Не, печку, например, 300 килограмм, это на самом деле небольшая нагрузка для сваи и для балок перекрытия. То есть если печка железная у вас и весит до 300-500 килограмм, можно смело ставить на балки. Но балки, опять же, должны быть рассчитаны на такую нагрузку. Бывает, там поставят балки 100 на 150. Они, конечно, такую нагрузку не выдержат, они там прогнутся все, могут потерять несущую способность, и у вас перекрытие в этом месте просто рухнет. Нужно подбирать балки 100 на 200, например, или 150 на 200, да, если у вас пролет большой. Там возможно поставить шаг балок меньше, и тогда можно такую печку ставить. Бывают кирпичные печи, которые весят там 3 тонн, 8 тонн там. Это максимально тяжелые печи, то есть из кирпича там русские печи ставят здоровенные, да, там полдома занимают. Такую печку тоже можно поставить их на сваи. Сваи винтовые несут нагрузку от 3 тонн и выше бывает, смотря какие грунты, например, да. И достаточно по углам печки закрутить 4 сваи, их связать обвязкой и поставить на это все печку. То есть представьте, у вас 4 сваи, каждая даже, например, по 3 тонны держит, это 12 тонн можно поставить на вот эти 4 сваи. То есть, а остальной дом, это будет, получается, независимо стоять печка на своем фундаменте и независимо стоять дом на своем фундаменте. То есть можно так поставить. Почему вообще, собственно, часто все равно спрашивают, что ленточный фундамент, почему такая любовь именно к ленточному? Не знаю, это просто испокон веков идет, что вот ленточный фундамент надежнее, прочнее, там дольше служит. То есть классно, но это все дорого, это неудобно в эксплуатации. То есть представьте, у вас скважина, септик, все подходит
к дому сейчас делают под землей, электричество проводят под землей, да, и в случае ленточного фундамента доступа к цоколю у вас практически нет. То есть бывает там делают, поднимают дом еще на 90 там, сантиметров, чтобы обслуживать это все, коммуникации, там дверцы поставить. Но если просто стоит лента и на нем дом, то начиная полами в доме и заканчивая выходом фундамента, вот эту часть трубы или электрики там вы никак не обслуживаете, не ремонтируете, не осматриваете. Если что-то случилось, вы остались там без воды. В случае свайного фундамента есть цоколь, который закрыт, например, цокольным сайдингом, снимается панелька и доступ ко всему цоколю. Вы пришли, посмотрели, отремонтировали, там буквально за полчаса восстановили отделку цоколя, и все, и у вас все в доме работает. В случае с ленточным фундаментом вам надо вскрыть полы, обычно заводится коммуникация там в котельную и в санузел, это помещение, где на полу лежит плитка, плитку вскрывать никто не хочет, то есть либо вы вскрываете плитку, либо вы остались без воды. То есть опять же это проблема. А помимо плитки там еще находится, например, утеплитель, пленки, которые проклеены, вам это надо все вскрыть, подшивка полов из доски, зачастую еще сетка от грызунов находится, вот это вам все надо вскрыть, чтобы отремонтировать или заменить часть трубы. То есть это все достаточно сложно, неудобно в эксплуатации. Постоянно нужно чистить дренажную систему, проверять ее, потому что если дренажная система перестает работать, у вас затекает вода под фундамент, она замерзла, например, фундамент ленточный поднялся. Бывает грунт в пучине, тоже поднимается фундамент, либо вода начинает размывать подушку, и у вас дом с каждым годом все ниже и ниже опускается в грунт. Подожди, это получается прям, чтобы случится, прям надо реально полы разбирать? С ленточным фундаментом, да, бывает, что люки предусматривают, но люки это мостики холода, да, и ленточный фундамент, он идет под всеми несущими стенами. То есть, соответственно, если, например, дом имеет, например, 6 стенок, то у вас 4 квадрата в фундаменте, и надо в каждый квадрат предусмотреть люк. А люк это мостики холода, то есть у вас каждое помещение в доме будет проходить холод, который есть в цоколе. В цоколе достаточно холодно должно быть, чтобы все деревянные конструкции служили долго. Слушай, а вообще, что это за история с севшими домами, что они стоят на монолите? Да, то есть сделали ленточный фундамент, вода подмывает с каждым годом подушку песчаную или грунт, который находится под фундаментом, да, и это все размывается, а дом под нагрузкой. Нагрузка-то от дома постоянная, и она давит на землю, то есть, а грунт вымывается, и она постепенно опускается вниз. То есть это даже с новыми домами происходит, особенно когда нарушают технологию изготовления ленточного фундамента. Нельзя, например, ленточный фундамент просто поставить на землю, надо сделать подушку, утрамбовать песок, то есть постелить геотекстиль, чтобы этот песок не уходил в землю, например, сделать щебеночную подушку. Это все усиливает основание. В других же случаях, например, если все это нарушено, нету геотекстиля, подушка, например, песчаная не утрамбована, нет щебеночной подушки, основание слабое, например, сами грунты слабые, то еще вода начинает, нет дренажной системы, вода начинает вымывать этот грунт, который там есть, да, песок, например, если нет геотекстиля, начинает проникать в ниже лежащий грунт, все это уходит, и у вас дом начинает опускаться. То есть этого не видно, это по миллиметрам происходит, там по сантиметру в год, например. Это все происходит медленно, долго, но это происходит. А поднять ленточный фундамент вместе с домом практически невозможно. Подожди, если даже просто по деньгам сравнить, я понял, что ленточный фундамент это много всего нужно сделать. Это вообще по деньгам как вообще соотносится? Что дороже, что дешевле? Винтовые сваи это самый экономичный вид фундамента. Примерно одна свая в Сыктывкаре стоит от 6500 рублей. Это сама свая 108 диаметра, 3-метровая. Оголовок, внутри засыпается цементная песчаная смесь. И монтаж самой сваи. Возьмем, например, дом 6х8, это 16 свай, да, там винтовые сваи там 120 тысяч выйдут. Ленточный фундамент в раза 3, наверное, 3,5, там 500-520 без проблем на дом 6х8 ленточный фундамент выйдет. А если, хорошо, если он такой дорогой, какие у него вообще есть плюсы у ленточного? Почему я бы, например, должен был выбрать именно ленточный фундамент? Нету никаких плюсов. Короче, какой-то моветон, да? Да, у ленточного фундамента на самом деле уже нет никаких плюсов. Он есть, если, например, у вас дом тяжелый, кирпичный, там газобетон, арболит, там, каменный дом, например, который тяжелый, много весит.
тогда нужна лента. Потому что лента это монолитная рама, которая работает. То есть произошли какие-то подвижки грунта небольшие. Дом у вас вместе с ленточным фундаментом сыграл, наклонился чуть-чуть, например, потом обратно встал. То есть эта рама держит. А в случае свай, например, это как будто отдельные сваи стоят. Если, например, какую-то сваю не по технологии сделано или сломалась лопасть, да, у вас может треснуть там, например, бетонные стены или газобетонные стены. Но это очень плохо. В случае дерева это все прощает. То есть брусом ничего страшного не станет, если, например, одна свая там чуть-чуть просядет. У вас дом наклонится, приедет строительная компания, поддомкратит этот дом, потому что он достаточно легкий, да, и можно, есть приспособления, которые могут поднять этот дом. Поднимается дом, усиливается свая, усиливается фундамент и ставится дом обратно. То есть проблем особо нет. Кирпичные дома, каменные дома таких ошибок не прощают. Получается, в принципе, если в сочетании деревянный дом, любой деревянный дом и винтовая свая, в принципе, оптимально. А если делать ленту, то это уже перебор, то есть лишний запас прочности. Да, это излишний запас прочности, то есть по нагрузкам ленточный фундамент очень имеет большой запас прочности, потому что, например, есть своды правил, где, например, меньше там 12 диаметра арматуры использовать нельзя. То есть в основном ленточный фундамент всегда принимается размер его конструктивно, то есть нам нужна высота, например, 60 и 40, хотя по расчетам достаточно и меньше сделать. Но конструктивно мы не можем принять размеры ленточного фундамента меньше, потому что еще есть определенные нюансы. Например, вам надо залить отмостку, в ленточном фундаменте нужен продух, чтобы продух стоял достаточно высоко и вода не попадала в этот продух, оставалась. Снегом в идеале, чтобы не закрывался этот продух, надо все время прочищать. Зимой цоколь должен проветриваться. То есть, и высота фундамента получается 60 сантиметров, но представьте 60 на 40 залить столько бетона, поэтому ленточный фундамент достаточно дорогой. Бывает, там зальют ленту 30 на 30, дом он выдержит, там арматура 10, тоже дом выдержит, но при этом нету продухов. Например, ставят деревянный дом, внутри цоколя ничего не проветривается, балки начинают гнить, соответственно, все деревянные конструкции, которые лежат близко к этому цоколю, они максимально быстро сгниют. Через 2 года у вас уже полов не будет. То есть, поэтому в ленточном фундаменте обязательно нужны продухи, они должны работать, в том числе и зимой. Слушай, смотрите, а если, хорошо, получается, дом над землей, а можно ли это пространство тоже как полезно использовать? Да, конечно, без проблем. Представьте, у вас там дом 100 квадратов, да, и у вас под домом в цоколе еще 100 квадратов пропадает. Вы можете использовать это под складирование там досок, лопат, инструмента какого-то, если хорошо обшивку цоколя сделать, например. Кто-то устанавливает там пластиковые ямы овощные, в которых можно хранить заготовки на зиму. То есть также, например, есть участки с уклоном. Винтовые сваи, кстати, идеальный вариант для участков с уклонов, потому что представьте, ленточный фундамент, там перепад 1,5-2 метра, ленточный фундамент просто залить невозможно. Это надо все выравнивать, либо рассчитывать разность осадок фундамента, чтобы залить на разной высоте ленточный фундамент. То есть в случае винтовых свай, да, у них есть минус, они вибрируют, когда свая торчит больше 70 сантиметров над землей. Нужно ставить специальные металлические раскосы и ставить их через хомуты. То есть резинка прокладывается, хомут, и потом только крепится раскос. Вот этот раскос держит сваю от горизонтального смещения. То есть, чтобы свая не вибрировала, нужно на уклоне, на участках с уклоном сделать специальные раскосы. И уклоны, допустим, 1,5-2 метра позволяют использовать это пространство еще под какое-то помещение, там подвал. Обшили цоколь, там сделали каркас, обшили его там сайдингом, и у вас внутри здоровенный гараж там под хранение там, или сарайка под хранение там инструмента какого-нибудь. Или есть участки с таким уклоном, что там можно сделать реально гараж для машины.